урок русского языка. На прошлом уроке у вас было такое задание дать определение обычаи. Что такое обычаи, традиции и обряды. Так, итак, давайте начнем. С какой группы? Так, кто готов? Так, начинаем. Традиция – это элемент культуры, который возникает в одном поколении и передается от предков и потомков, сохраняясь на протяжении долгого времени. Это некие нормы, правила поведения, которые необходимо выполнять. Угу. Так, хорошо. Так, как вы считаете, вот вопрос второй группы, правильно ли вообще соблюдать эти традиции? Ваше мнение, как вы думаете? Это передается поколению, из-за этого его правильно соблюдать. Его считаешь правильно соблюдать? Да, хорошо. Третий вопрос первой группы. Какие традиции казахского народа вы знаете? Какие традиции казахского народа вы знаете? Казахи – восточный народ, в котором очень сильны традиции гостеприимства. Они любят гостей. Угу. Так. Почетным гостям было принято дарить шапан, это халат. И эта традиция сохранилась по сей день. Угу. Так, хорошо. Так, по сей день сохранилась эта традиция. Да, я ей сказала? Так, следующий вопрос ко второй группе. Так, какие традиции утеряли свою актуальность в данное время? Какие традиции казахского народа утеряли свою актуальность вот в наше сейчас время? В данное время утеряли свою актуальность, это кыз алып кашу. Есть такая традиция в казахах есть. И она сейчас не особо используется. Так, хорошо. Дальше. Приведите примеры, вот тоже, как вы отвечали на вопросы, приведите примеры. Вот ты сейчас сказала, что не актуально, да, кыз алып кашу? Да? Почему? Почему, как вы думаете? Потому что, во-первых, девочка может быть несовершеннолетней, во-вторых, родители могут быть против, и также ее могут отдать против своей же воли. Угу. Так. А также, может, дополните? Дополнить можете? Нет. И она не могла бы вернуться, потому что раньше считала, что вернуться в родительский дом было позором. Эта тема была раньше очень актуальной, но сейчас она потеряла свою актуальность, потому что, во-первых, девушка может быть несовершеннолетней, во-вторых, родители могут быть против, и в-третьих, это может дойти до судебного дела. Угу. Так, хорошо. Грамматическая часть нашего урока, как я уже в начале урока вам сказала, ознакомила, это продолжение темы сложно сочиненные предложения, да, с противительными и разделительными союзами. Так, у нас сегодня для вас я подготовила по ромашке МУМа. Составляйте вопросы характера. Вот 6 основных типов вопросов. Первое – это простые вопросы, уточняющие, объясняющие, творческие, оценочные и практические. Вот рядом в скобочках, ребята, идет пояснение, да, какого характера должны быть у вас вопросы. Так, значит, первые 3 вопроса я даю первой группе. Так, последние 3 вопроса, 4, 5, 6, дается вам. Так, вы составляете вопросы, вот, по этим типам вопросы составляете. Обязательно, ребята, чтобы при составлении вопроса у вас были сложно сочиненные предложения у вас должны получиться. Так, в вопросе, да? Так, обязательно там с союзами но с противительными союзами и разделительными союзами. Так, время я вам даю на подготовку 2 минуты. Я думаю, достаточно.
ребята, время уже подошло. Давайте, кто готов, кто будет отвечать? Какая группа готова? Так, вторая группа. Так, у вас дается, у вас текст первый, то есть текст второй. Так, критерии оценивания, знаете, да? Я вас ознакомила. Так, первое. Средства выразительности в тексте. Так, Сабина. В ревизоре я решился собрать в одну кучу все дурное в России. Это метафора. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, это гипербола. Так, хорошо. Так, выражает свою точку зрения о языковых особенностях текста. Своя точка зрения. Я считаю, что Гоголь хорошо использовал эти языковые особенности в тексте, так как через метафору он хочет сказать то, что все дурное с России – это все несправедливости, которые происходят в той стране. И гипербола он хочет показать, насколько сильно он сквозь смех еще не появлялась такая жизнь. Так, хорошо, молодец. Так, и третий делает вывод о роли, вывод о роли языковых приемов в тексте. Так, вывод. Сделали вывод? Аружана Петровна, почему остальные? Вывод, я думаю, что эти языковые особенности хорошо помогают выразить все чувства, которые хотел сказать Гоголь. Хотел сказать автор. Да? Так, хорошо, молодцы. Так, поаплодируем, да, этой группе? Молодцы. Так, следующее. Первая группа. Что вы подготовили? Так, первый вопрос. Средства выразительности в тексте. В данном тексте есть такое художественное средство, как сравнение. Это сравнение идет в таком предложении, как взгляните на всякое творение Божье. Всякое чему-нибудь досужит, имеет свое определение, даже камень. В этом сравнение. Здесь человека сравнивают с камнем, в том, что даже камень имеет свой какой-нибудь толк в этой жизни, чем безработный человек. Так, хорошо. Так, точка зрения о языковых особенностях текста. Кто хочет выразить свою точку зрения? Я считаю, что в наше время действительно важно учиться и работать. В первую очередь доказать себе, что ты чего-то достоин, что можешь сделать многое. Так, хорошо, молодец. Так, и третий вопрос. Вывод о роли языковых приемов в тексте. Приемы в тексте. Так, не успели? Или готовы? Ну давай. Мне кажется, эти языковые приемы хорошо подходят для этого текста. Так автор хорошо передает, ярко передает то, что он хотел рассказать, о том, что безработный человек, он не имеет никакой пользы, нежели чем камень. Так, хорошо, ребята, давайте поаплодируем первой группе. Так, следующее задание, ребята, это работа по тексту. Так, в первой группе даю первый текст. Так, второй группе второй. Так, работа по тексту. Значит, задание к этому тексту, он здесь у нас и на слайде, ребята, посмотрите. Так, первое задание, внимательно послушайте. Так, 3 задания дается к этому тексту. Первое задание – находить средства выразительности в тексте. Второе задание – выразите свою точку зрения о языковых особенностях текста. И третье – сделайте вывод о роли языковых приемов в тексте. Вот вам, ребята, 3 задания этому тексту. Так, внимательно ознакомьтесь, прочитайте, ознакомьтесь с текстом, а потом уже выполняйте задания. Так, все. Время на подготовку у вас 2 минуты. Я думаю, будет вам достаточно. Домашним заданием, ребята, вам придется написать эссе на 3 темы. На любой, вы выбирайте любой. Первая тема – это роль языка в жизни общества. Вторая – русский язык в современном мире. И третья тема – язык, исторически развивающиеся явления. Вот
одну на выбор пишите эссе к следующему уроку. Так. А теперь, ребята, последний этап нашего урока – это рефлексия. Рефлексия. Благодарю. Так, что? Рефлексия благодарю. Так, с какой группы начнем? Так, давай. Что вам понравилось на уроке? Что вам не понравилось? Что вы поняли, не поняли? Давайте, да, обратную связь. Мы все благодарим учителя за проведенный урок. Нам было очень интересно. Мы узнали новые факты. Мы подробнее узнали о традициях, обычаях и обрядах нашего народа. Так, ой, хорошо. Так. Это группа? Я благодарю учителя за прекрасно проведенный урок. Было очень интересно, так что было очень интересно работать с группой. В группе, да, работать? Так, хорошо. Так, есть еще законы? Так, ну давай. Я благодарю нашего учителя за такой интересный и полезный урок. Сегодня мы узнали больше о традициях казахского народа, о тех традициях, которые уже устарели, о тех традициях, которые до сих пор по сей день проводятся. Было очень интересно. Так, хорошо. Все. Спасибо и вам.